Магаз превратился в центр образовательных инноваций Северного Кавказа. На базе Академии цифрового развития прошла масштабная региональная конференция «Инновации не за горами». Уникальная площадка собрала более 250 педагогов, IT-экспертов, управленцев и представителей EdTech из всех субъектов округа. Инициатором и движущей силой конференции выступила сама Академия цифрового развития, ключевой образовательный проект группы «Софмар», известного предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева. Благодаря его последовательной поддержке в Ингушетии создается современная образовательная экосистема, делающая передовые форматы доступными для всей республики и СКФО. Образование в регионе имеет высокую востребованность, учитывая, что у нас регион не сильно цифровизован, есть потребность в развитии и промышленности, и цифровой, скорее, промышленности, в части бизнеса. Все это необходимо делать для повышения качества жизни населения, для качества сервиса, и в целом в этой связи востребованность высокая держится. В фокусе дискуссий самые актуальные темы на стыке педагогики и технологий, от новых методик преподавания точных наук до цифровой гигиены и внедрения искусственного интеллекта в учебный процесс, упор на практику, реальные кейсы и измеримый результат. STEM – это технология, которая относительно недавно появилась в России. Это междисциплинарный подход к обучению. То есть, если раньше традиционное обучение подразумевало, что у ребенка есть обучение математики, физики, STEM-направление – это конгломерат всех наук. То есть здесь и инженерия, и технологии. Это позволяет сделать проектный подход к обучению, изучая различные отрасли. То есть теперь ребенку понимает связь между информатикой, математикой, физикой. Чтобы сделать какой-то проект, он должен разносторонне развитым быть. И IT-направление, будучи направлением, которое работает во всех отраслях. Особый акцент на подготовке учителей к вызовам времени, как развивать у школьников критическое и креативное мышление, какие цифровые инструменты эффективны, как синхронизировать обучение с запросами бурно развивающейся IT-индустрии. Эти вопросы стали лейтмотивом многих сессий. Об актуальности площадки, я думаю, говорить не приходится, потому что сегодня мы живем в век цифровизации и масштабных трансформаций в обществе, и они не затрагивают, наверное, процессы обучения очень серьезно и масштабно. Что достаточно в школе установить на компьютере антивирусную программку, и все будет хорошо. На самом деле это не так. Это целый комплекс мер, который обеспечивает кибербезопасность. Это и наше законодательство, которое регулирует многие вопросы обмена данными в школах. Это и аппаратно-программные средства технического характера, это и морально-этические моменты, и административные, и такие организационные вопросы. И в каждом из этих направлений есть свои нюансы. Академия цифрового развития – это прекрасная площадка для обмена опытом и создания таких профессиональных сообществ, в рамках которых обсуждаются насущные проблемы цифровой трансформации и цифровизации общества. Восхищена тем, насколько участники конференции вовлечены в диалог со спикерами, насколько они действительно болеют за те вопросы, которые обсуждают, насколько заинтересованы в том, чтобы развивать образовательный процесс и активно использовать цифровые инструменты в учебном процессе на все более и более высоком уровне. Участники не только обозначили проблемы, но и искали конкретные решения. Цифровой профиль школы, применение ИИ в администрировании и обучении, партнерство с технологическими гигантами и успешные практики внедрения инноваций в классах. Конференция – яркий показатель того, что в СКФО формируется активное сообщество педагогов-новаторов и Академия цифрового развития, созданная по инициативе предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева, при поддержке главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова, становится для них главной точкой сборки и драйвером прорывных изменений. Внутри Академии существует множество направлений и в части обучения программированию, в части развития предпринимательских навыков. Около 2000 участников уже успели пройти через наши отборочные интенсивы. Более 400 участников на данный момент прошли через все этапы и имеют возможность глубокого изучения навыков программирования. И в целом, учитывая, что внутри Академии
развивается и центр карьеры, и собственный департамент образовательных продуктов, и направление бизнес-акселератора, и другие, я уверен, что как площадка мы уже имеем довольно высокую востребованность внутри IT-сообществ в Ингушетии и в целом в СКФО, имеет потенциал к развитию, ну, наверное, в первую очередь в части цифровизации бизнеса, развития общей цифровизации, то есть нам все-таки необходимо пройти через цифровую трансформацию, скажем так, в глобальном смысле этого слова, и в части госуправления, и в части бизнеса, и в целом это даст хорошие плоды. Мы, как Академия, в эту сторону идем. У нас одна из наших целей – это развитие потенциала молодежи, влияние на, скажем, обеспечение качественного обучения и в части бизнеса. Инновации не за горами – лишь первый шаг. Уже сейчас все желающие могут присоединиться к программам, летним школам и исследованиям Академии. Образование – это фундамент будущего. Благодаря дальновидной инициативе и постоянной поддержке мецената и предпринимателя Микаила Гуцериева и группы «Софмар», Ингушетия и весь Северный Кавказ активно строят свою образовательную повестку завтрашнего дня, превращая Магаз в признанный центр притяжения инноваций. Тамара Хшагульгова, Султан Булгучев, Магаз 24.